Важность экологического образования в современном мире уже ни у кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и воспитания. Деятельность по формированию экологической культуры населения и бережного отношения к окружающей природной среде – это залог безопасного будущего для всего человечества. Основные проблемы, и экологические, и любые проблемы человечества, это от невежества происходит. Поэтому просвещение экологическое, формирование экологической культуры, формирование экологического правосознания происходит только при наличии именно экологических знаний. Наше министерство уделяет большое внимание формированию этих знаний, формированию экологической культуры и правосознания. Множество мероприятий проводится и в школах с детьми, и практических, и теоретических мероприятий. Но основной, конечно, упор мы делаем на практику, то есть демонстрируем саму работу и важность экологического направления. К примеру, проводим очень большое количество экологических субботников с максимальным вовлечением населения в этот процесс. Это как раз-таки формирует и правосознание, и культуру экологическую. Каждый человек в наше время должен обладать минимальным набором экологических знаний и способов бережного взаимодействия с окружающим миром. Адам Баркинхоев признается, что таковых в нашей республике немало, что несомненно радует. Работа которая проводится в республике именно по формированию экологической культуры, экологическому просвещению, формированию экологических знаний, конечно, дает сегодня отклик большой. Очень много людей у нас бывает, и с каждым годом бывает все больше и больше. То есть, если изначально в 2015 году у нас собиралось, скажем, людей 5-10 тысяч, на сегодняшний день в наших акциях уже за год участвует около 200 тысяч человек, почти пол республики. С целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам окружающей среды, а также повышения качества экологических знаний, в республике проходят мероприятия различного характера, в числе которых масштабные акции и проекты, направленные на решение глобальных проблем. Множество мероприятий мы проводим в рамках акции «Вода России». И в части экологического просвещения постоянные эко-уроки, работа в школах, участие в мероприятиях, которые организуются самыми маленькими нашими детьми. Помимо этого и практические мероприятия. В результате большого объема работы, которую мы провели за последние 5 лет, мы уже 5-кратные чемпионы по этой акции, 5 раз побеждали в этих мероприятиях. Также большое предпочтение отдаем и акциям «Зеленая весна», «Зеленая Россия». Активное участие принимаем в посадке деревьев в нашей республике. Недавно буквально у нас проводилась акция по посадке деревьев. Высадили 3000 деревьев на площади Согласия, рядом с башней Согласия. Участвовало в данной акции довольно большое количество людей, в основном это молодежь, волонтеры. Экологическое просвещение и воспитание является одним из приоритетных направлений работы Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия. В школах, библиотеках и научных учреждениях проходят различные конференции, семинары, выставки, праздники и другие мероприятия, посвященные вопросам экологии и охраны окружающей среды. Буквально недавно я был в жюри одного из конкурсов «Зеленая планета», который проходил в гимназии Алиёшти. И там очень много номинаций было. В этих номинациях я как раз по научным проектам в номинации был. Там много рисования, фотографии экологической направленности. Но самое сложное, конечно же, это экологические проекты. Это эссе, которые ребята пишут, это рефераты, которые они пишут. И очень мне понравилась глубина знаний именно самих детей, то есть глубина проработки вопросов. Представляете, молодой школьник, готовясь к этому мероприятию, к этому конкурсу, контактирует с органами местного самоуправления, контактирует с нами, с Минприроды, собирает у нас информацию. Сегодня эти дети, которые готовили эссе, владели той информацией, которой владею, к примеру, я по определенному вопросу. Важно также отметить, что День экологических знаний значим не только для тех, кто занимается экологическим просвещением и образованием, но и для всех жителей нашей планеты. Привитие экологической культуры сегодня – залог сохранения здоровья будущих поколений. Хава Мальсагова, Адам Добриев, Раиса Хидриева. Утро Ингушетии.